334 белых воздушных шара в руках у собравшихся на мемориале памяти и славы. Ровно столько же погибших в Беслановской школе номер 1. День солидарности в борьбе с терроризмом был установлен после теракта 1 сентября 2004 года. Трое суток свыше 1000 людей находились в заложниках, сотни детей были убиты. С тех пор каждое 3 сентября Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибших от рук террористов не только в Беслане, но и в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, московском метро, ГУВД в Назрани. Во всех городах страны проходят траурные акции, митинги. Свое «нет» терроризму говорят и взрослые, и дети. Пожалуйста, помните. Детям своим расскажите о них, чтобы запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните. К мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните. Наша республика прошла очень тяжелый период в борьбе с терроризмом. Среди нас, сотрудников, 412 человек погибли, 1430 потеряли здоровье. И поэтому почтить память погибших и почтить тех, кто жив, для нас это важно. Терроризм – одна из самых опасных и масштабных угроз человечества. Идейные боевики, фанатики-смертники не просто убивают и калечат. В своем стремлении заполучить власть они устраивают общественный резонанс любыми путями, пытаются воздействовать на психологическое состояние людей, отмечают собравшиеся. Изощренная пропаганда, особенно интернет, дает иногда искаженные вещи. Где-то 10% правды, а все остальное обернуто в ложь. И это очень опасно, особенно люди, дети, не имея еще жизненного опыта, не имея достаточного уровня образованности, естественно, они попадают вот в эти сети. И ведь дело в том, что зачастую вот это кого-то коснулось там, а меня, мол, обойдет. Нет, к сожалению, это не обходит стороной. И вы видите, что происходит. Это ни одна религия в мире не приветствует убийство. Возле вечного огня выступают юноармейцы, ветераны боевых действий. Каждый призывает к миру. Один день у нас ушло из жизни лучшие сыны нашей республики, которые стояли на страже свободы и независимости нашей республики. Давай вспомним всех, кто отдал жизнь за нас, за нашу свободу, за наше спокойствие. После торжественной части каждый из собравшихся отпускает белый шар в небо, символизируя благодарность, свободу и светлую память. В память о детях, которые погибли в Беслане, которые погибли в Норд-Осте, которые погибли при других террористических актах, в память о них мы запускаем белые шары. То есть это символ того, что мы помним о том, что терроризм является для общества угрозой, что наша молодежь не приемлет идеологии терроризма. Поэтому сегодня здесь собрались школьники, здесь собрались наши юноармейцы, те, которые будут продолжать дело наших отцов. 3 сентября не только день траура по всем жертвам терактов, а также тех, кто погиб, выполняя свой долг в ходе спасательных операций. В память о них собравшиеся возложили красные гвоздики к вечному огню. После возложения цветов каждый желающий смог присоединиться к акции «Живая вода» и полить деревья, высаженные на аллее в честь погибших правоохранителей. Акция против терроризма продолжилась в летнем амфитеатре. Я думаю, что вот именно искусство, культура способна сегодня немножко изменить человека, потому что это же такая трудоемкая работа. И поэтому я думаю, что если бы молодежь приобщалась бы к разным, не только культуре, направлениям, у нас не было таких, кстати, моментов пагубных привычек, так скажем, да, или деяний, которые сегодня не только дают огромный минус обществу, но и, конечно же, прежде всего родителям. Выступления артистов чередуются с обращениями медработников и богословов, призывающих молодежь воздерживаться от наркотиков и быть бдительными в интернете, чтобы не стать жертвой вербовщиков.
Üçüncü azıqda dostluğun yoldalı bu amşoğu Лорен Ковачич, его все грустные. Так как далее Виктор Махатей В России в целом сохраняется тенденция снижения террористической активности. Как отметил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев, уровень террористической активности в России с 2010 года сократился более чем 30 раз. Количество терактов снизилось в 10 раз. Профилактическая работа с молодежью во многом повлияла на этот результат. Всем гостям сегодняшнего концерта и митинга также раздали памятки по профилактике экстремизма под названием «Хочешь жить в мире». Амина Бокова, Джамалил Тамасханов, Новости 24.